В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину победы над фашистской Германией. И в этот значимый момент важно вспомнить о тех, кто отошел в бессмертие, защищая Родину. В 1941 году, когда гремели первые залпы Великой Отечественной войны, 76 человек из нашего маленького горного села Элистанджи, как и из всех других сел и городов Чечено-Ингушской республики, ушли на фронт защищать Родину. Вернулись живыми из них 31, а 45 погибли или пропали без вести. Битиев Хасан Битиевич, 1920 года рождения. Воевал на Белорусском фронте. Награжден орденом Красная Звезда. Хизриев Галгы, 1920 года рождения. Участвовал в боях при освобождении городов Смоленск, Воронеж, Брянск, Курск. Гидиев Ибрагим Гидиевич, 1909 года рождения. 127-й кавалерийский полк, 8-я батарея. Хадисов Нажмуддин, 1918 года рождения. Принимал участие в Советско-финской войне, участвовал в боях Южного Украинского фронта, Одесское направление. Мадагов Муду Мадагович, 1915 года рождения. Участвовал в боях в Мурманском направлении, награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени. Надаев Висарг Надаевич, 1920 года рождения. Участвовал в боях Южно-Украинского фронта, Одесское направление. Маштаков Увейс Маулович, 1914 года рождения. Участвовал в боях при Балтике, дошел до реки Одер. Маштаков Сейд Али Маштакович, 1904 года рождения. Участник боевых сражений в составе 255-го отдельно-чеченско-ингушского кавалерийского полка. Апазов Рамзан Апазович, 1927 года рождения. Участник боев в составе морской пехоты 18-й армии за Малую землю в Новороссийске. Абдурзаков Хасан, 1923 года рождения. Участник боевых сражений в составе 255-го отдельно-чеченско-ингушского кавалерийского полка. Абдурзаков Раус Хаджи, 1910 года рождения. Участник боевых сражений в составе 255-го отдельно-чеченского ингушского кавалерийского полка. Магомаев Имран Махмаевич, 1920 года рождения. Участник боевых сражений в составе 255-го отдельно-чечено-ингушского кавалерийского полка. Абдурашидов Инарк Абдурашидович, 1917 года рождения. Участник боев за освобождение Ленинграда. Зубараев Увайс Сайдиевич, 1915 года рождения. Участвовал в боях с Западного фронта под Москвой. Боевой путь закончил в городе Кёнигсберг. Матаев Лала, 1916 года рождения. Участвовал в боях Южно-Украинского фронта. Закончил боевой путь в Чехословакии. Служил в разведроте. Газиев Завалу Мусиевич, 1924 года рождения. Участвовал в боях 3-го Украинского фронта. Боевой офицер, капитан запаса. Комендант в городе Кёнигсберг. Айсханов Мухмад, 1888 года рождения. Участвовал в битве на Курской дуге в кавалерии. Умер 1975 года. Хамзатов Омар Хамзатович, 1914 года рождения. Участвовал в боях Украинского фронта, Киевское направление. Дихаев Харон, 1919 года рождения. Бубаев
Мусхаджи, 1905 года рождения, участник финской войны и освобождения Ленинграда. Билалов Бики Билалович, 1919 года рождения, защитник города Москвы, снайпер. Асамбаев Сайпуди Асамбаевич, 1908 года рождения, участвовал при взятии города Ижевска. Айсаханов Усмад, 1885 года рождения, участвовал в битве на Курской дуге, служил в кавалерии, умер в 1978 году. Эль-Мурзаев Хасан Эль-Мирзаевич, 1920 года рождения, участвовал в боях Белорусского фронта, был ранен в 1943 году в городе Бобруйске. Бейтимиров Сайд Ахмед Мучуевич, 1916 года рождения, защитник Брестской крепости, награжден орденом Красная Звезда, 333-й стрелковый полк. Габаев Эрснукаевич, 1919 года рождения, воевал на Карельском фронте, был награжден орденом Красная Звезда за отвагу. Мальсаков Резван Мальсагович, 1900 года рождения, участвовал в боях Западного Украинского фронта, участник обороны Киева. Гостиев Абдулкаим Абдулхакимович, 1920 года рождения, участвовал в боях на Украине под Кременчугом. Шамсуев Сайдмагомед Шамсуевич, 1919 года рождения. Это были списки тех, кто вернулись домой живыми. А теперь я зачитаю списки тех, кто не вернулись домой. Абдуллаев Меки пропал без вести. Актиев Мухаммад участвовал в боях под Москвой, Минском, Смоленском, погиб в 1944 году. Арцуев Джамалей, участник Сталинградской битвы, пропал без вести в 1942 году. Асхабов Аднан пропал без вести. Агамирзаев Мухаммад пропал без вести. Апазов Салауди пропал без вести. Дагаев Лал пропал без вести в 1941 году. Бесимбаев Огу пропал без вести. Билалов Молди пропал без вести. Дурдиев Ширвани пропал без вести. Дагаев Бири пропал без вести. Дайдуев Ильман пропал без вести. Гайсумов Ильман пропал без вести. Гунукбаев Род пропал без вести. Гостиев Сайдмагомед Шахиевич погиб в 1942 году. Дасаев Сайди пропал без вести. Джамалдиев Имали Дайдиевич погиб в 1942 году. Давлет Мурзаев Шарани погиб в 1942 году. Балгаев Лали пропал без вести. Саитов Валид пропал без вести. Садыков Мурты пропал без вести. Тайсумов Мурты пропал без вести. Тайсумов Ибраим пропал без вести. Межиев Абдул-Муслим пропал без вести. Макаев Хамид пропал без вести. Матаев Ильман Дадахаевич пропал без вести. Магомадов Аднан Асхабович пропал без вести. Межидов Абдул-Муслим пропал без вести. Хамзатов Вага Хамзатович погиб в 1942 году. Хукаев Дунчу пропал без вести в 1942 году. Хаджи Муратов Абдул-Азиз погиб в 1943 году. Хаджи Муратов Абдул-Хамид пропал без вести. Юсупхаджиев Имран пропал без вести. Цукаев Хусейн пропал без вести. Юнусов Мухаммад, участник штурма Севастополя, пропал без вести. Эль-Мурзаев Муду пропал без вести. Магомадов Адна пропал без вести. Шамсуев Шейх Магомед пропал без вести. Шуев Докку пропал без вести. Гачанаев Бетирсволд пропал без вести. Шукаев Муд пропал без вести. Межидов Шите Межидович погиб в 1941 году под городом Краснодар в рукопашном бою с немецкими захватчиками.
Газиев Магомед Абдулкедирович погиб в 1943 году при взятии города Шверина, ФРГ, ГДР. Межидов Ширвани участвовал в боях Белорусского фронта, пропал без вести. Мусаев Адам Мусаевич, участник блокады Ленинграда, дошел до реки Одер, пропал без вести в 1943 году. Достойную вклад в победу над фашистской Германией внесли жители Чечено-Ингушской АСР. С самого начала Великой Отечественной войны на всех фронтах, во всех родах войск отважно сражались против фашистских захватчиков воины Чечено-Ингушетии. Своими боевыми подвигами в битве с агрессорами, писавшие немало героических страниц в боевую историю всей многомиллионной страны.